Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодняшнее правило – это перестать кафуль ани шаква ва ибда иляч, то есть начинать действовать и перестать жаловаться. Можно заметить, что очень много людей, когда собираются вместе, они начинают обсуждать дела, которые происходят вокруг них. И в ходе этих разговоров начинается очень много жалоб, очень много смут, говорят, жалуются на правительство, жалуются на имамов, жалуются на людей, люди друг на друга жалуются и так далее. То есть очень много на работу, на начальника, начальник на своих подчиненных, очень много жалоб. Можно привести слова Исмаиля аль-Харауи, которые, говоря про зухд, аскетизм, говорил: «Аз-зухту фи дунья нафдуль ядейн анид дунья даптан ау талаба». Аскетизм, в чем он проявляется? Аскетизм не проявляется в том, чтобы человек оставлял бы какие-то богатства, или же наоборот стремился бы к каким-то богатствам. Аскетизм – это состояние сердца, в котором человек нафдуль ядейн анид дунья даптан ва талаба, в котором человек не привязывается своими руками к этому миру. И если потеряет что-то, то не стремится к тому, что потерял, настолько, что забывает о своих каких-то прямых обязанностях. То есть он не настолько крепко привязан к этому миру своими руками. Он не держится крепко за этот мир. وَإِسْكَاتُ اللِّسَانِ عَنْهَا مَدْحًا وَذَمًّا أَوْ ذَمًّا. И также у аскета ты не найдешь, что его язык восхвалял бы этот мир постоянно, или же наоборот бы принижал бы. То есть аскет этим не занимается. Он не занимается тем, что восхваляет этот мир, и не занимается тем, что унижает этот мир, ругает этот мир, жалуется на этот мир. Почему? Потому что восхваление происходит тогда, когда какая-то вещь, что-то, кто-то занимает определенное высокое положение в сердце человека, и человек начинает восхвалять это. А как мы сказали, сердце аскета, оно не привязано к этому миру. И поэтому не найти в его словах восхваления по отношению к этому миру. Так много восхваления не найдешь. Но также и жалоб на этот мир тоже не найдешь. Почему? Потому что когда человек жалуется на что-то, это также указывает на то, что эта вещь занимает высокое положение в его сердце. И он хочет, то, что есть у него какой-то гнев на то, что происходит что-то в этом, не так, как он хотел бы. И поэтому он начинает жаловаться, поэтому он начинает ругать что-то. Почему? Потому что это занимает в его сердце определенное высокое положение. И раз эта вещь
не обладает теми качествами, которые он хотел бы, но он хочет что-то там, чтобы было по-другому, и он начинает ругать это. Начинает жаловаться на это. Поэтому он и говорит, что в его словах не будет много восхваления чего-то, помимо Аллаха, естественно. И не будет много порицания. Потому что каждый из этих двух качеств указывает на то, что этот мир, если это относится к этому миру, занимает высокое положение. А мы сказали, аскет, он отречен от этого мира. «Вассалямату минха талябану аутаркан». И также его взгляд, его желание в безопасности от стремления к этому миру. То есть этот мир, будь то богатство, будь то какие-то милости, будь то какие-то привилегии, будь то какое положение, если даже аскет стремится получить это, он не стремится для того, чтобы обладать этим, а он стремится для того, чтобы использовать это, чтобы достичь следующего мира. Но тут он также указал то, что он в безопасности не только к стремлению, просто чтобы в сердце было стремление к этому миру, но также и оставление этого мира. То есть бывает, человек проявляет аскетизм и находит в этом какое-то наслаждение, то, что он этот мир оставил не ради Аллаха, не потому что оно не занимает в его сердце какое-то высокое положение, а потому, что наоборот, оно занимает в его сердце большое положение, и он, оставляя его, получает какое-то наслаждение и восхваляет себя этим. В его сердце проявляется восхваление себя, того, что он смог оставить. Есть люди, то есть, которые стремятся, в их сердце это дунья занимает огромное положение, они стремятся к этому миру только для того, чтобы обладать этим, только для того, чтобы быть богатым, только для того, чтобы иметь высокое положение и так далее. Кто-то, аскет же стремится, если стремится к этому миру, то он стремится так, чтобы использовать этот мир для следующего мира. Или же, наоборот, человек отрекается. Почему? Для того, чтобы, опять же, возвысить себя и восхвалить себя. И можно из этого извлечь то, что, вот как он сказал, тот, который любит дунья, тот, который есть любовь в сердце, любовь к дунья занимает в сердце большое положение, у человека, которого занимает дунья большое положение в сердце, он очень много говорит об этом. Или же очень много жалуется, очень много порицает. Например, мужчина, у которого есть в сердце сильное желание по отношению к женщинам, он будет очень много говорить про это. Или же он будет как-то восхвалять, или же он как-то будет порицать, но он будет об этом очень много говорить. Тот, у которого есть стремление, смута в сердце по отношению к богатству, он также будет много восхвалять, или много говорить, или же порицать. То есть это будет или восхваление, или порицание. Но раз он уже много об этом говорит, значит, он уже обольщен, этот человек. И обольщенный человек, он очень много жалуется. То есть в его словах можно найти очень много жалоб по отношению к тому, что его окружает. Иногда, заходя на страницы социальных сетей, можно увидеть то, что вся лента человека – это то, что жалоба на что-то, то ему не нравится закон принятый, то ему не нравится, что что-то сделали, то ему не нравится, что что-то не сделали. Но вся его забота
это не о том, чтобы как я могу сделать лучше то, что вокруг меня. А вся его забота о том, что вся его забота переходит к тому, что он ищет недостатки во всем и жалуется. И вот это делает человека очень слабым. Если человек приучает себя, у него появляется привычка жаловаться, все время жаловаться на что-то, то это делает человека слабым. Почему? Потому что за этим не идет какое-то действие. За этим мир не становится лучше. Потому что нету действий. И жалуется обычно он к тому, кто не может это исправить. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا. Как Аллах Субханаху ва Тааля говорит про мунафиков, которые хотели избежать битвы Табук, они говорили: разреши нам не участвовать в битве, потому что мы можем попасть в смуту. Аля фил фитнати сакату, Аллах Субханаху ва Тааля говорит, они уже обольщены, они уже находятся в смуте, потому что всегда ищут какую-то погрешность, ищут для себя какие-то оправдания, не ищут, как можно стать лучше, как можно идти вперед, а у них все время жалоба на что-то есть. И эта жалоба становится причиной того, что они оставляют много действий, много дел, которые они могли бы сделать и которые бы их возвысили бы перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Кто-то говорит: я не хочу идти на урок, потому что, идя на урок, можно увидеть людей, которые кто-то выпивает, можно увидеть девушек и так далее, и поэтому я не хочу обольститься, и поэтому я не буду ходить на урок. Но он уже обольщен. Кто-то говорит: я не хочу вставать и призывать людей, потому что боюсь, что это будет рия, это будет лицемерие, что зайдет в мое сердце лицемерие. И каждый раз человек, когда перед ним какое-то стоит дело, он находит себе оправдание для того, чтобы не совершить это дело. Но уже понятно, что если человек так сказал, значит он уже обольщен, значит шайтан уже нашел дверь в его сердце. Приводится, что имам Малик после того, как дал наставление мусульманам, сказал: люди думают, что мне в радость то, что я говорю, то есть приносит какое-то удовольствие то, что я говорю. Однако я знаю, что Аллах Субханаху ва Тааля спросит меня об этом, о моих словах в судный день. Что я подразумевал под этими словами и какое было у меня намерение, говоря эти слова. Но если посмотреть, то имам Малик оставил из-за этого свои проповеди, оставил ли он наставления из-за этого? Нет. Он понимал ответственность, понимал, какие перед ним могут быть преграды, какие смуты могут постигнуть его сердце, но при этом он двигался вперед, он делал то, что должен был сделать. Он не останавливался. А давайте посмотрим Муса, алейхиссалям. Аллах Субханаху ва Тааля призывал Мусу
и сказал, чтобы он направился к фараону. «Идхаб иля фир'ауна иннаху тага». Иди к фараону. Поистине он перешел границы. Муса осознавал, что есть преграды, что есть что у него есть какие-то недостатки. И он даже признал это и сказал это. «Каля рабби инни катальту минхум нафсан». «О мой Господь, я убил человека среди них. Ва ахафу ан яктулун». И боюсь, что они убьют меня. «Ва ахи Харун хуа афсаху минни лисанан». Мой же брат Харун, он более красноречив, чем я. То есть Муса признавал то, что у него недостаточно будет красноречия, то, что он не сможет полностью хорошо озвучить то, что Аллах Субхану Тааля ему обязал. Но однако он не отчаялся, ему доверили это дело, он принял это дело и сказал, что сделает это дело, но обратился к своему Господу. Пожаловался не творению Аллаха, а пожаловался Создателю. И сказал: «Ахи Харун, хуа афсаху минни лисанан». Мой брат Харун, он более красноречив, чем я. Фа арсильху ма'ия. Отправь его со мной, так как я боюсь, что они сочтут меня лжецом. Да, он пожаловался, но попросил помощи, и ему эта помощь была дарована. Да, человека могут постигать какие-то трудности, но жалоба должна исходить в том случае, когда человек приходит к такому человеку, который может ему помочь. Например, человек болеет и обращается к врачу, жалуется. Говорит, тут болит, там болит. Рассказывает ему свое состояние. Да, он жалуется, но он жалуется тому, кто может ему помочь. Бывает, человек жалуется для того, чтобы найти какую-то опору. То есть он говорит другому человеку о своем состоянии, о своем негодовании, для того, чтобы укрепить свое сердце, для того, чтобы найти облегчение для своего сердца. И это тоже нормально. Но это не должно перерастать в какой-то обычай, в какое-то то, что он начинает заниматься только этим. Потому что это может перейти к порицаемой жалобе. Аллах Тааля дал тебе иман, наставил тебя на прямой путь, дал тебе осознание, но вокруг тебя твои родственники не признают этого. Они все продолжают идти по неправильному пути. Не жалуйся на них. Не говори, какие они плохие, а обратись к их Создателю. Скажи: «О Господь мой, мой брат, мой отец, моя мама, моя сестра, мой друг, мой товарищ, помоги мне наставить их на прямой путь». Пускай твоя забота не будет жалоба на то, что вокруг тебя плохие люди. Пускай твоя забота будет о том, как ты можешь сделать лучше мир вокруг себя. Действуй, пускай это будут какие-то маленькие шажочки. Проси помощи у Создателя. И Аллах Субханаху ва Тааля поможет. Когда смотрим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умер его дядя, который 40 лет был ему опорой.
умерла его жена Хадиджа, которая помогала ему в его делах, которая успокаивала его. И что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не отчаивался, он не сказал, какие эти плохие мушрики. Что он сделал? Он предпринял шаг. Что дальше я могу сделать? Какие еще есть у меня возможности? И он отправился в Таиф. Его там не приняли. Начали кидать в него камни. Но даже в этом случае он не отчаялся. Он искал любую возможность, которую он может сделать. Пришел к нему ангел и сказал, если хочешь, я сдвигну горы и похороню их под ними. Он сказал, нет. Возможно, Аллах выведет из их потомства тех, кто будет на единобожии. Он вышел, отправился, встретил какие-то трудности, сделал все возможное, что он может. И Аллах Субханаху ва Тааля дал ему этот результат. Он не жаловался. Он только просил помощи у Аллаха Субханаху ва Тааля. Если тебя одолевают какие-то смуты, если одолевает наущение шайтана, то сделай так, как это научил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Если тебе охота жаловаться, если ты чего-то боишься, это все наущение шайтана. Пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, человек, у которого было очень много наущений. И он сказал, иногда приходят такие мысли, которых я боюсь. Я боюсь их произносить, эти мысли. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, альхамдулилля, хвала Аллаху, аллади радда кейда иля васваса, который не сбил тебя с пути. Ты понял, что это наущение, что это неправильно. Хвала Аллаху, ты осознал это. Ты осознал свою слабость. И если у кого-либо из вас появятся такие мысли, пускай скажет «Аманту билляхи ва расулих», «Я уверовал в Аллаха и Его посланника», и пускай 3 раза скажет «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим». В других риваятах приходит и пускай сплюнет налево и скажет: «О Аллах, Ты мой Господь, и нет у Тебя сотоварища». Сплюнет на шайтана, который сделал многое для того, чтобы сбить тебя пути, но не нашел ничего, кроме как наущать. Поэтому оставь эту смуту, оставь эти мысли, освободи свой разум. Подумай о том, что может тебя сделать лучше. Подумай о возможности, которые есть у тебя, пускай даже они незначительны. Муса, алейхиссалям, убежал от фараона, и Аллах Тааля сказал ему вернуться к этому фараону. Он один, а перед ним целое государство. Поэтому оставь мысли, оставь сомнения, оставь наущения, не обращай на них внимания. Оставь жалобу и начинай действовать. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.